Куралай, потерпи. Ты еще выздоровеешь. Нет, я не встану на ноги. Совсем обессилила, чувствую это конец. Куралай, не говори так. Смотри, ты еще выздоровеешь. Будь сильной. Что мы без тебя будем делать, Куралай? Амангали, послушай меня внимательно. Сына Мухаммеда и дочь Амину оставляю тебе. Пусть они не останутся сиротами. Ты хороший отец. Не надо меня пугать так, Куралай. Как мы будем без тебя жить, Куралай? Эх, жизнь, будь она неладна. И все это же из-за бедности. Если бы эти деньги были, я бы тебя вылечил, Куралай. Почему эта жизнь измеряется деньгами? Что делать, Амангали? Будь сильным. Теперь тебе нужно заботиться о детях, Амангали. Нет. Послушай меня внимательно. Это мое последнее желание. Пусть наши дети ежедневно читают молитву и восхваляют всемилостивого Аллаха и посланника его пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Ты сам знаешь, кто бы ни был, если они его будут восхвалять, будет им мир в двух мирах. Ты должен это понимать. Восхваление Аллаха – это наша прямая обязанность. Амангали, я написала письмо. Вот, возьми. Это письмо, если нашим детям приснится наш любимый пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, а дашь ему или ей. Куралай, Куралай, не говори так, Куралай. Смотри, ты еще выздоровеешь. Это письмо ты сама отдашь детям. Амангали, всю радость жизни и счастье я видела только с тобой. За каждое мгновение спасибо Всевышнему. Я тобой довольна. Я тобой довольна. Я тоже доволен тобой, Куралай. 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 Есть кто? Куралай. Куралай. Кто есть? Куралай. Куралай. Встань, любимая. Ахай, пойдемте, Что здесь с ней? нельзя долго сидеть. Что с ней? Сейчас Что придет случилось? врач, он сам все Скажите. рассмотрит. Медсестра. Алло, Жаке. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалям. Как ваши дела? Все хорошо? Что еще случилось? Жаке, я хотел бы попросить свою зарплату. И в последнее время я немного болею. Чувствую недомогание. Я хотел бы съездить в город, показаться хорошему врачу. Для этого нужны деньги. Амангали, какие деньги?
Что ты еще спрашиваешь? Нету денег. Жаке, ну поймите меня. Уже 8 месяцев вы мне не платите зарплату. Но я же смотрю за скотом хорошо. И за 2 месяца на продукты тоже деньги не давали. Мангали, в этом году тебе нету денег. Помнишь, как ты потерял моего жеребца? Я же этого жеребца через 2 дня в соседнем ауле нашел же. Вот именно нашелся. Скажи спасибо. А если бы он потерялся бы, ты бы всю жизнь был бы рабом. Вот поэтому тебе штраф. Ой, Жаке. Вот уже 2 месяца мои дети голодные сидят. Вещей нету, в школу не ходят. Что же будем делать теперь, Жаке? Помогите. Эй, что от меня хочешь? Что хочешь, то и делай. Если еще раз будешь конючить и спрашивать деньги, то я позвоню своему другу участковому и закрою тебя. А твоих детей сдам в детский дом. Понял? Все хорошо, Жаке. Что-нибудь придумаю. Пусть так и будет. Я понял. О всемилостивейший Аллах, уповаю на Твою безграничную милость и хочу сказать спасибо, что не дал мне сломаться во время испытаний. Сделал еще крепче мою веру в Тебя и пророка нашего Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. О Аллах, даруй нам благо в этом мире и на том свете, и сохрани нас от мучений ада. Создатель, я чувствую еще, как мои часы жизни становятся короче. Здоровье мое пошатнулось. Я знаю, что в скором времени я покину этот мир. О Аллах, я прошу Тебя, не оставляй сиротами моих детей, сына и дочь. Пусть они увидят счастье, доброту и радость, которые не увидел я. Пусть они найдут свое достойное место в жизни. Сын мой Мухаммед мечтает выучить все суры Корана, стать кари и в будущем воспитывать детей, став хорошим учителем. А дочь моя Амина мечтает стать врачом и лечить всех людей. О Аллах, исполни их мечты. Не прошу о многом, только это. Прими мои молитвы. Аумин. Мамочка. Амина, Мамочка. что случилось, дочка? Папа, я видела маму во сне. Ничего, ты просто испугалась. Ложись. Амина, что случилось? Папа, все хорошо? Амина увидела плохой сон. Нет, папа, я видела хороший сон. Мама была во сне. В моем сне мама сидит в белоснежной юрте, вышитой национальными узорами, рядом с нашим любимым пророком Мухаммедом Мустафой. Его жена Айша наливает ей чай, и его сподвижникам Абу Бакр Сиддыку и Амару ибн Аль-Хаттабу. Саллаху алейхи вассалям. Амина, расскажи подробнее. Ты во сне видела нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммеда? Да, я видела ясно. Лицо у него доброе и лучистое. Амина,
расскажи больше про свой сон. Я вошла в эту юрту. На почетном месте у Дастархана сидит наш любимый пророк. Рядом с ними его жена, уважаемая Айша. С одной стороны сидит Абу Бакр Садак, с другой стороны Амар ибн Аль-Хаттаб. И в этом сне я была самой счастливой в мире. И дальше было так. Наш любимый пророк посадил меня рядом с собой и дал баурсак. И тогда наливавшая чай, моя мама сказала: «Это моя дочь Амина, а моего сына зовут Мухаммед». И наш любимый пророк, саллаху алейхи вассалям, очень обрадовался, узнав, что в одной семье есть Амина и Мухаммед. Пророк с доброй улыбкой посмотрел на меня и погладил по голове и сказал: «Ты хорошая девочка, вы мои последователи, а я горжусь своими последователями». Сидя рядом с пророком, я была счастлива, а мама, посмотрев на меня и улыбнувшись, сказала: «Видишь, Амина, как пророк сильно любит тебя, поэтому со своим братом очень часто говорите салаваты в честь нашего любимого пророка». Нет предела чудесам Аллаха. Это же воистину прекрасный сон. Вот видите, дети, вы нашему любимому пророку Мухаммеду саллаху алейхи вассалям много салавата говорили. Всевышний Аллах сделал так, что Амина во сне увидела нашего любимого пророка. Нет предела чудесам Аллаха. Похоже, пришло время. Сейчас. «Папа, вы куда?» Папа? Амина, Мухаммед, послушайте меня внимательно. Ваша мама, перед тем, как уйти из жизни, она оставила для вас кое-что. Она сказала, если кто-либо из моих детей во сне увидит нашего любимого пророка, Мухаммеда Мустафу саллаллаху алейхи вассалям, то ему нужно отдать это письмо и вместе прочитать. И это время наступило. Амина, на, возьми, письмо твоей мамы. «Как вы, мои Мухаммед и Амина?» Если вы читаете это письмо, к сожалению, меня с вами рядом нет. Я вас очень сильно люблю. Не нужно грустить. На все воля Аллаха. Нужно быть терпимее. Как только мы с вашим отцом связали себя узами брака, то очень много лет у нас не было детей. И всегда мы в своих молитвах восхваляли милосердного Аллаха и просили помощи у Него, и говорили салаваты пророку Мухаммеду, да благословит его Аллах и приветствует. После этого у нас родился сын, и мы назвали его Мухаммед в честь любимого пророка. А потом у нас родилась дочь Амина. Амина, доченька моя, послушай, наши предки говорили, лишь порядочная и скромная девушка может стать истинной матерью. Поэтому, доченька, всегда будь скромной и порядочной. Слушайся взрослых и помогай слабым. Если все эти качества будут в тебе, то ты не только сама будешь счастлива, но и других ты сможешь сделать счастливыми. А теперь мое наставление сыну, моему Мухаммеду. Сынок, обязательно читай намаз, выучи все суры Корана и стань кари. В судный день Всевышний оденет на голову твоему отцу венец. Ну что ж, сынок, доченька, мое вам материнское наставление. Уважайте
и любите своего отца. Он ваш опора и защитник. Всегда, всегда его нужно слушаться. Ведь уважающий родителей своих будет в раю вместе с ними. Что я еще могу сказать? Пусть Всевышний даст нам возможность свидеться. А теперь я попрощаюсь с вами. Я очень сильно вас люблю. До встречи. Папа, по воле Аллаха, я обязательно стану Кариф. Аминь. Пусть Аллах будет доволен. Папа, я вас очень сильно люблю. Да, папа, я вас тоже очень сильно люблю. Мои любимые. И эти машины тоже не останавливаются. Да. Папа, Слушаю тебя. я устала. Давайте отдохнем на этой остановке. Да, папа, я тоже сильно устал. Хорошо. Ну давайте отдохнем. Мухаммед, Да. сколько салаватов ты сегодня сказал? А ты? Я 70 тысяч раз. А ты? А я 54 тысячи раза сказал. Эй, мои любимые. Если вы не будете прерывать салават, все будет хорошо. Папочка, а мы у Аллаха просим твоего благополучия. Ой, моя любимая. Ассаламу алейкум, ага. Вагалейкум ассалям. Вы в город едете? Да-да-да. Мы едем в больницу, в город, на осмотр. Поехали, я вас отвезу. Если на чистоту у нас денег нету, хозяин денег не дал. Да что вы, какие деньги? Мне они не нужны. С удовольствием Аллаха вас отвезу. Садитесь. Неудобно-то как. Пойдемте, дети, садитесь. Спасибо. Садись, садись. Ага, садитесь вперед, давайте. Осторожней. Ага. Спасибо тебе большое. Пусть Всевышний будет доволен тобой. Папа, Да, сынок? давай здесь прочитаем намаз. Хорошо. Совершим омовение и прочитаем намаз. Да. Пойдем. Амина, Ау, ты побудь здесь, хорошо? Мы сейчас намаз прочитаем и выйдем. хорошо. Да. Никуда не уходи. Амина, Я буду здесь. эта сумка тебе, как выйду, возьму. Пойдем. Сколько сур ты выучил, сынок? Слава Аллаху, выучил 8 сур, папа. Ой, молодец. Пусть Аллах примет наши молитвы. Аминь. Ну что, дочка, не заждалась?
Нет. Папочка, пусть Аллах примет ваши молитвы. Ой, спасибо, дочка. Отдай мне это. Папочка, посмотрите, я нашла вот такую сумочку, а внутри деньги. Посмотрите. Деньги? Да. Ничего себе. Это же доллары? Да. Это кто-то потерял, наверное, нечаянно. Это чужая вещь. Сейчас зайдем в мечеть, предупредим имама, а потом вместе пойдем в отдел полиции. Хорошо? Да. Вы правы. Пойдемте. Но мы в 3 часа записались к врачу. Если опоздаем, он не примет. И это же у нас есть. Хорошо. Сначала пойдем к врачу. Да. А потом вместе пойдем в отдел полиции. Хорошо? Угу. Сначала зайдем к имаму и предупредим. Пойдемте. Пошли. Пойдемте, папа. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Проходите. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Проходите, садитесь. Тут случилась такая история. Что случилось? Говорите. Мы с сыном зашли в мечеть, чтобы намаз прочитать. А дочка Амина осталась снаружи и нашла вот эту сумку. А внутри очень много денег. Ничего себе. Это ведь плоды тяжелого труда человека. Сразу видно, что вы честный человек. Пусть Аллах будет доволен вами. Вы не просто забрали эти деньги, а сюда принесли. И это признак того, что вы очень честный человек. И у меня вот такая вот мысль. Может быть, вот эту сумку вместе в отдел полиции отнесем? Может, сходите с нами, будете свидетелем? И это правильно. Хорошо. Я присоединяюсь. Но я в 3 часа записался к доктору. После того, как выйду, я свяжусь с вами. Хорошо. Я вот вам свою визитку дам. Позвоните по вот этому номеру. Хорошо. И все узнаете. Ага. Спасибо. Спасибо Всего большое. хорошего. До свидания. Алло, Аюлым, дочка? Ага. Ой, золотце мое. В горы хочешь пойти? Дочка, ты ведь знаешь, у меня сложная работа. Да, у меня много операций. Тогда на следующей неделе, с мамой поедете. Ты же знаешь, у меня много работы. На следующей неделе буду в Астане. Да. С мамой вместе поедете. Поедете в горы, отдохнете, развеетесь. Хорошо? Золотце мое. Папина красавица, а? Папина дочка, а? Давай, люблю тебя, давай. Ассаламу алейкум, Нурам Исабекович. Можно войти? Вы уже вошли, зачем спрашиваете? Извините. Вот я к вам пришел за лечением. Мне сказали, что мою болезнь можете вылечить только вы. Это вам. Пленки томографии. Так. Все сложно. Результаты анализов есть? Да, есть. Вот анализы, результаты. Так, сложно, да. Сколько вы уже болеете? Если честно, больше года. В последнее время не очень себя хорошо чувствую. Часто теряю сознание. Чувствую недомогание. Да, сложно. Не буду ничего от вас скрывать. Профессор, не скрывайте, говорите как есть. Если честно, все очень серьезно. Болезнь прогрессировала. В ближайшее время нужно делать операцию. Только вот в чем вопрос. И теперь, если честно, операцию смогу выполнить только я. Но она стоит очень дорого. Вы не сможете заплатить. Не обижайтесь. Профессор,
Говорите честно, сколько это будет стоить? Послушайте, не хочу вас огорчать, конечно, но в этой моей клинике лечатся богатые люди. Вы не потянете эту сумму. Ну, если честно говоря, у меня нет времени, мне нужно на операцию. Вот, возьмите ваши документы и выйдите из кабинета, пожалуйста. Профессор, послушайте. Честно, у меня нету денег. Но я хотя бы в долг могу найти. Пусть будет доволен Аллах. Помогите мне. Моя жена тоже ушла из жизни. Если я умру, мои дети останутся сиротами. На кого я их оставлю? Профессор, если хотите, я сам бесплатно буду пасти ваш скот. Я в горах работаю чабаном. Ой, что ты говоришь, жалкий бедняк? Надоели вы все? Сказал же. Занят. Охрана! Охрана, кто там есть? Вышвырните его! Профессор, мы все слышали. Вот деньги. Пожалуйста, вылечите нашего отца. Я вас умоляю, профессор. Профессор, у нас нету мамы, а теперь мы не хотим остаться без отца. Помогите нам. Мухаммед, Амина, это ведь не наши деньги. Что вы делаете? О, садитесь, садитесь. Внешность обманчива, как говорится. У вас, оказывается, есть деньги. Нет, это... Успокойтесь, успокойтесь. Садитесь. Сейчас, все будет хорошо. Сейчас. Алло? Жазира? Ага. Быстрее готовьте вип-палату. Я говорю быстрее. У меня тут вип-клиент. Нужно подготовить все документы. Анализы, КТ. Да, нужно подготовиться к операции. Сама быстрее ко мне зайди. Профессор, не спешите. Послушайте, это не наши деньги. О, вы не волнуйтесь, мы и долларами принимаем. Только успокойтесь, все будет хорошо. Нет, профессор. Эти доллары – чужая вещь. Это не наши деньги. Извините. Мухаммед, Амина, пойдемте. Быстро. До свидания. Как это я? Этот жилой комплекс состоит из 3 блоков. На сегодняшний день закончилась работа 1 и 2 блока. Перешли к работе 3 блока, плюс работаем по строительству автостоянки и озеленению придомовых территорий. Как обстоят дела с автостоянкой? Строительство парковки завершено на 50% и скоро все закончим. Еще 100% не закончено? Да. А 3-ю часть когда начнете? Примерно через 1,5 месяца начнутся работы. Хорошо, понятно. А вот здесь какие работы есть? Можно считать, что этот проект уже полностью завершен. Остались только отделочные работы. Игровая площадка для детей готова ведь? Да, все готово. А как обстоят дела с автостоянкой? Автостоянка на 80% завершена. Хорошо. Сабыржан Истаевич, разрешите? Извините. Да, слушаю. Саке, все квартиры в жилом комплексе Медина распроданы. Лишь осталась одна квартира 116 на 6-м этаже. И о ней спрашивают несколько клиентов. Что будем делать? Будем продавать? Без моего разрешения не продавайте квартиру. Понятно. Да, кстати, Да? надо бы съездить на стройку и посмотреть эту квартиру. Да, конечно. Пойдемте. Остальное объясните позже. До свидания. До свидания. Хорошо, отлично построено. Да, Сабыржан Истаевич. Строители очень хорошо поработали. Знаешь, Нургасы, Да. нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, соратники как-то спросили: «О Расулуллах, скажите, какой дом самый прекрасный в мире?» Тогда наш любимый пророк ответил: «Самый прекрасный дом в мире – это дом, построенный рядом с мечетью». Как же прекрасно сказано. Нургазы, послушай меня внимательно. Да. В этой квартире
за счет нашей компании сделай ремонт. Угу. Пусть соответствует евростандартам. Хорошо. Оснасти всем необходимым кухню, ванную. Угу. И стройматериалы пусть будут качественными Угу. и современными. Договорились? Договорились. Но, Саке, Угу. можно задать вопрос? Да, задавай. Кто хозяин этого дома? И для меня этот вопрос сложный. Кто владелец этой квартиры, не знаю даже я. Сабыржан Исаевич, Да? можно войти? Да, заходи. Саке, Угу. мы полностью закончили ремонт той квартиры. Да? Как вы сами говорили, мы использовали только самые современные стройматериалы. Соответствует евростандарту. Теперь можно вручать ключи от квартиры. Ой, как хорошо. Но... Как бы тебе это сказать? Поверишь или не поверишь? Если я сейчас скажу, возможно, у тебя будут сомнения. Что вы, Саке? Я же вам верю. Говорите. Мне каждую ночь снится один сон. Что за сон? Я во сне... Да. Я вижу во сне нашего пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Рядом с ним постоянно находится один человек. У него есть 2 детей. А наш пророк смотрит на меня и говорит: «Эй, Сабыржан, вот владелец этой квартиры. И ты должен вручить ключи от этой квартиры». И сказал: «Ты наш Сабыржан». Он сказал, что вы наш Сабыржан? И дал вот такой наказ. Сабыржан Исаевич, это ведь очень чудесный сон. Да, Что я могу сказать? И вы знаете, это воля нашего пророка. И ее нужно исполнять. обязательно выполню. И кто эти люди? Да я и сам не знаю. При каждом намазе, восхваляя Аллаха и говоря салаваты нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Прошу Всевышнего, пусть этот человек из сна встретится мне. Но, к сожалению, я еще не встретился с ним. Сабыржан Исаевич, я за вас очень рад. Вы один из любимых рабов нашего Всевышнего Аллаха. Наш любимый пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, не приходит каждому во сне. Нургаза, ты знаешь, мне неинтересны машины, деньги, дома. Для меня выполнение наказа Аллаха – это как дорога, ведущая в рай. Да, это правильно. Саке. И мы должны помнить о судном дне в этой жизни. Да. Амина, ты дала воду моему Ишаку С-класса? Да, дала. Целое ведро выпил твой Ишак Бенз. Этот Ишак Бенз С-класса с AMG мотором, полный тюнинг фарша. Мой Ишак Бенз. Ey bir qara bul qapqara Шымкент көшедегі жарабара бәрі жетет бізді шеттет как будто шеттелдей. Муха. Идите, смотрите за скотом. Не сидите, уткнувшись в телефоны, хорошо? Хорошо. Амина, пошли.
Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі жара-бара бәрі жетет бізді шеттеттет, как будто шеттелдей. Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі жара-бара бәрі жетет. Айолым, какая прекрасная природа. И все это творение Всевышнего. Да, воздух очень чистый, очень особенный. Невозможно насладиться этой природой. Предгорья озарены солнечным светом, и это прекрасно. Жалко. Я не вижу красоту своими глазами. Мамочка, опишите мне эту красоту. Айолым, эти горы — колыбель всей природы. И человечество живет с гармонией этой природы. Горы — это не только наша обитель, но и она не перестает удивлять нас своей неизменной красотой. На вершинах тех величественных гор есть вечные ледники. Внизу бежит шумная речка, а вокруг все очень зелено. И все заливается солнечным светом. И нам нужно наслаждаться всем этим. Мамочка, почему я не вижу эту красоту, как другие дети? Я тоже хочу пойти в школу, играть на улице, смотреть мультики. За что мне такое наказание? Любимая, доченька, не мучай меня. Это же испытание Всевышнего. Папа у меня профессор, очень хороший врач. Почему он не лечит бедных людей? Они ведь тоже, как и я, страдают. Если даже папа может их спасти, он все равно просит у них деньги. Почему папа думает, что если нет денег, то они должны умирать? Бог сделал отца профессором, врачом, чтобы он лечил людей. Из-за того, что папа не лечил многих людей, страдаю я. Нет, доченька, не говори так. Поэтому я слепая. Нет, не плачь, доченька. Зачем ты так говоришь? Даст Аллах, и ты увидишь белый свет. Қосей, қос! Амина, М? наш отец в последнее время сильно болеет, и сон у него неспокойный. Да, я это заметила. Если мы останемся без отца, как мы будем жить дальше? Нас, наверное, отправят в детский дом. Не говори так. У нас никого нет, кроме папы. Мухаммед, нам только один Аллах поможет. Он нас видит. Давай будем день и ночь просить у Аллаха помочь отцу. Да, Амина. Мы должны удвоить наши салаваты в честь нашего любимого пророка Мухаммеда Мустафы. Договорились? Хорошо. Если пророку сказать один салават, то Аллах нам скажет 10 салаватов. Правильно говоришь, Амина. Ты видела во сне любимого пророка. Даже наша мама во сне говорила: читайте салаваты в честь пророка Мухаммеда Мустафы, саллаллаху алейки вассалям. Я надеюсь, что Всевышний примет наши молитвы. Да, Мухаммед, точно так. Тогда сделаем так. Попросим у Аллаха, чтобы отец стал здоровым. Да. Мама, не плачь. Давай лучше сфотографируемся. Да, пойдем. Пойдем. Доченька, здесь очень красиво. Становись, я тебе сфотографирую. Сейчас. Нет, доченька, доченька, открой глаза, пожалуйста, открой глаза, пожалуйста, помогите! Амина, Ау? ты слышала? Кто-то зовет на помощь. Да, слышала. Бегом, Амина, бегом! Пожалуйста, доченька,
Помогите! Доченька, открой глаза, доченька! Пожалуйста, доченька, помогите! Что случилось? Она упала с горы! Помогите, волнуйтесь. пожалуйста, моей Амина, доченьке! бегом иди домой. Позови отца. Быстрее Да, беги. да, Доченька, пожалуйста. сейчас. Ой, доченька, Не волнуйтесь. пожалуйста, открой Сейчас глаза, придет наш папа и вам доченька. поможет. Помогите мне, Папа! пожалуйста! Папа! Все будет хорошо. Не волнуйтесь, все будет нормально. Пожалуйста, очнись! Доченька, пожалуйста! Амина? Папа! Что Папочка, случилось? Папочка, там... Что случилось? Говори. Там, папа, у горы упала одна девочка. Упала? Да, нужно быстрее туда идти. Амина, тогда зайди в сарай, там есть пакет с лекарствами. Быстрее возьми. Хорошо, хорошо. Я возьму бинты. Пошли, пошли. Давайте быстрее. Вот это держи. Где? Не волнуйтесь, сейчас он придет. Доченька, Что пожалуйста. случилось? Вот он, что пришел. Помогите, Отец, пожалуйста, помогите. она упала с горы. Сейчас. Пожалуйста, помогите моей доченьке. Амина, Вот, возьмите. Ну-ка, дай. Доченька моя любимая. Возьмите. Доченька, очнись, Сейчас. пожалуйста. успокойтесь, все нормально. Все хорошо будет. Пожалуйста, Сейчас открой всё будет. глаза, доченька. Возьми бинты в пакет. Бинт. сейчас. Амина, возьми бинт. Алло, Нурем. Что случилось? Что? Что ты сказала? Что с Айолой? Нурем, Аяулым упала Она с много крови горы. потеряла. И все это из-за Амина, твоего ну-ка, возьми-ка вот высокомерия. это. Хорошо. Мгм. Сынок, ну-ка возьми с другой стороны бинта. Я ведь в Астане. Да. Сейчас возьму билет и прилечу. Ага, что нам делать? Сейчас. Что нам делать? Она жива, но она потеряла много крови. Помогите, Есть машина? пожалуйста. Машина есть там. Там? Там есть машина. Ну давайте поднимем, отнесем. Пойдемте. Бисмилля. Пусть Аллах будет вами доволен. Большое спасибо. Ага. Чем вы занимаетесь? Я Чабан. Пасу скот в горах. А, правильно. А эти два ангела – это ваши дети? Да, слава Аллаху. Это они моя поддержка в жизни. прекрасно. Эй, что с моей дочерью? Ассаламу Ты делал алейкум, операцию? Нурмин Сабекович. Да уйди ты. Ты делал Нурмин операцию? Сабекович, успокойтесь. Какое спокойствие. Быстро говори, где моя дочь? Ваша дочь внутри. Все нормально. У нее всего лишь небольшое сотрясение. Сотрясение, говоришь? Да? Еще нужно кое-что сказать. Да говори ты быстрее, говори. Как я знаю, у вашей дочери есть проблемы со зрением, верно? Да, слепота зрения. Ха. Нет предела чудесам Да Аллаха. говори же быстрее. Зрение вашей дочери восстановилось на 100%, понимаете? Нурмисабекович. Как? Это ведь невозможно. Нет, все возможно. Теперь вы должны благодарить этого человека. И он вовремя привез ее в больницу. Лечил горными травами. И оказал первую помощь. Этот человек привез? Да. Да, я узнал вас. Вы меня простите. Как мне искупить свою вину перед вами? Что вы говорите? Но ведь это невозможно. Как все это случилось? Мы и сами не поняли, как это случилось.
только знаем одно. Я и мои дети говорили много салаватов нашему любимому пророку Мухаммеду, саллаху алейхи вассалям. Даже по дороге сюда мы говорили салаваты. Может быть, из-за этого Всевышний Аллах говорил: кто-либо, если скажет много салаватов нашему пророку, саллаху алейхи вассалям Мухаммаду, то его молитвы будут услышаны. Я прошу прощения за свое высокомерие. Простите меня. Дети, и вы меня простите, золотые мои. Как мне оплатить за вашу доброту? Нуром Исабекович, мы мусульмане. Мы должны уметь прощать. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Покажите мне мою дочь. Пойдемте, пойдемте. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Видели? Угу. Если мы будем говорить салаваты, то все будет хорошо. Да. Алло? Мангали ага, ассаламу алейкум. Это с департамента полиции, капитан Канат Балканбаев. Вагалейкум ассалям. Да, Канеке, я вас узнал. Как ваши дела, ага? Все ли хорошо? Да, слава Аллаху, хорошо. Мангали ага, я по поводу того дела обращаюсь к вам. Да-да. К сожалению, не нашелся владелец тех 20 тысяч долларов, которые вы нашли. Все перепроверили, не нашли. Теперь мы хотим создать специальную комиссию свидетелей, как вы хотели передать деньги в детский дом. А Мангали ага, вы тоже в числе этой комиссии. Завтра в 10 часов утра вы сможете к нам приехать в департамент? Да, конечно. Конечно, приду. Это прекрасная новость для меня. Хорошо, хорошо. Завтра ждем вас. Хорошо. До свидания. И вам спасибо. До свидания. Отец? Кто это? Это Канат с отдела полиции. Полицейский. Пойдемте сядем. Хорошо. Всесильный, всемилостивейший Аллах, уповаю только на Тебя. Я безмерно благодарен Тебе за то, что наш любимый пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, приходил ко мне во снах. О Аллах, прости меня за мои прегрешения. К сожалению, я не смог найти того человека, который был рядом с нашим пророком. Да благословит его Аллах и приветствует. Я боюсь, что не смогу выполнить Твой наказ. О Всевышний Аллах, прими, пожалуйста, мои молитвы, как Ты принимал молитвы нашего любимого пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Если этот человек из моих снов в здравии, сделай так, чтобы мы встретились, и я смог бы вручить ему ключи от квартиры. Аминь, Аллаху Акбар. حبيب الله نبي الله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نبي الله
бұлағы қызық еді өзіңден өткен күн көз алдымда сол қалпында тұрады. Уважаемые друзья, сегодня мы собрались в прекрасный день. Это не только радостный день для Амангали ага, это наша общая радость. И, пользуясь моментом, я хотел бы от имени нашей компании вручить Амангали ага ключи от 3-комнатной квартиры в ЖК «Медина». Поздравляю вас. Спасибо, пусть Аллах будет доволен вами. Можно мне сказать? Да-да-да, говорите. Амангали ага, я буду вам вечно благодарна за то, что спасли мою девочку. Сколько бы благодарности я ни говорила, всегда будет мало. Будьте счастливы в вашем новом доме. Пусть ваши дети вас всегда радуют. Желаю счастья вашей семье. Спасибо. Амангали ага, моей мечтой было увидеть этот светлый мир и, как другие дети, ходить в школу. И вы исполнили мою мечту. И сейчас мы с Аминой учимся в одной школе и в одном классе. Спасибо вам большое. Красавица, Йолун. И тебе спасибо. И теперь ты тоже стала моей дочкой. Ну что ж, давайте, зайдем внутрь. Подождите, подождите. Я прошу прощения, что прерываю этот счастливый момент. Куралов Амангали, это вы? Да, Куралов Амангали, это я. Я являюсь владельцем тех 20 тысяч долларов, которые вы нашли возле мечети. Да. То, что мы нашли возле мечети 20 тысяч долларов, это правда. Только, если вы дадите нам немного времени, то я готов вернуть все ваши деньги полностью. Я заработал эти деньги своим честным трудом, но, к сожалению, в тот же день их потерял. Да, это очень обидно, поэтому я у вас прошу прощения. Алло? Ассаламу алейкум, учитель. Валейкум ассалам. Как ваши дела, Баке? Все хорошо? Спасибо, хорошо. Я хотел бы спросить про те пропавшие деньги. Баке, пусть Аллах вами будет доволен. За эти деньги не беспокойтесь. При содействии полиции была создана специальная комиссия. И ваши деньги были отправлены в детский дом. Пусть Аллах будет вами доволен. И впредь не теряйте свои деньги. Наш Амангали ага. Один из любимейших рабов Аллаха. Пусть Аллах будет доволен им. Да, таких людей, как Амангали ага, очень мало. Пусть Аллах будет доволен им. Все хорошо. Амангали ага, эти деньги я нес в детский дом. И по велению Аллаха, именно вам было предписано отнести их туда. Пусть Аллах будет доволен вами. Спасибо. Спасибо. Ага, я был очень доволен вашей честностью. И поэтому от меня лично я хотел бы вручить этот сертификат на большой хадж в Мекку. Ага. Спасибо, пусть Аллах будет доволен. Поздравляю вас. Спасибо. Ну что ж, ага, с новосельем вас. И от нас для вас хорошая песня. Примите. Да, пусть будет. Жаным маған дарасың, құрып сезім қаласың, теңеп едім өзіңе көздерің. Мейірімді, рахымды,
Жер мен көктің патшасы ұлы Аллах тағалаға шексіз мақтаулар және екі дүниенің сардары болған Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар болсын. Адамзаттың асылы, ардақтылардың ардақтысы, екі дүниенің сардары, пайғамбарлардың мөрі Хазіреті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сағыныш. Міне осы фильмді сізге деген сағынышымызды бөлісу үшін түсірдік. Я пайғамбар, осы фильмге сағыныш көзімен қарап отырған барша үмбетіңіз бір сәтке болса да сіздің мейіріміңіздің ұшқынын көруді арман етуде. Я Алланың елшісі, жүректердің емшісі, көздердің нұры, күллі жаратылысқа рахым етіп қана жіберген ардақты Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бұл үмметіңіздің өзіңізге деген сағынышы. Жүректегі тілегім дұғам болса шіркін мінезім құран. Еліктеймін я Расулаллах, бір өзіңе келтірмей күмән. Хабибаллах, Наби Аллах, Мухаммадур Расулаллах, Ас-салату ва-саламу алейка я Расулаллах. Бір сәтке де шайқалмай